очень приятно, что сегодня такая большая, теплая компания собралась на это теплое мероприятие. 30 лет клубу – это очередная веха в деятельности Национальной библиотеки. Мы продолжаем держать марку и рассказывать всему населению о культуре удмуртского народа. И сам сыс Ташляр. Добрый день, дорогие друзья. Очень приятно сегодня поздравить вас с этим замечательным юбилеем от имени исполняющего главы Удмуртской республики, от имени исполняющего обязанности председателя правительства нового, и от себя тоже исполняющего обязанности министра Удмуртской республики. Так получилось, да? Но так или иначе, 30 лет до общественного объединения – это огромный срок. Но мне кажется, подобные мероприятия, которые проходят при поддержке наших уважаемых руководителей этого объединения, которые сегодня звучали, и при поддержке руководителей учреждения, Галина Германовна, спасибо вам огромное. Я думаю, что мы достигаем тех результатов, которые нужны для того, чтобы люди ощущали себя патриотами своей малой родины и в целом патриотами нашей России. И если мы сможем убедить наших ребят на примере вашем, на вашей биографии, что это ответственность за судьбу своего народа, за судьбу своего, может быть, небольшого дела, которое им поручено. Вот из этих, может быть, мелких частей возникает то общая канва и общий ресурс, который называется и государственностью. К сожалению, не всегда сегодня и у руководителей проявляется это качество. Ну и патриотизм, опять же. Я понимаю одно, что, наверное, мы созрели для того, чтобы подобные проекты транслировать на всю республику. Потому что жизнь диктует свои какие-то условия. Есть те герои сегодняшнего нашего дня или вчерашнего дня, на примере которых мы должны воспитываться, они, к сожалению, уходят. А это целый пласт, исторический пласт, и мы должны его доносить до наших сограждан. Поэтому, во-первых, хочу еще раз акцент сделать и поблагодарить вас, уважаемые организаторы этого уникального проекта. Хочу поблагодарить вас, уважаемые участники этого проекта. Вы нам нужны. Дай вам Бог здоровья, чтобы вы жили долго и счастливо, и чтобы вам хватило и энергии, и творчества, и здоровья, чтобы встречаться с людьми и передавать тот огромный уникальный опыт, который вы несете с собой по жизни. В культуре нет каких-то громких действий и шагов. Вот культурная карта, она формируется спокойно, медленно и каждодневно. И я лично преклоняюсь перед деятелями культуры, которые несут это каждый день. Потому что все не просто так появляется, и все найденное очень легко растратить. Мы, во-первых, все, что нужно, нашли, и ничего не растратили. И сегодня у нас не год культуры, у нас Удмуртия, она уже живет век в культуре. И чем дальше, тем будет больше и глубже, и наши достижения, которые сегодня звучат и на федеральном и мировом уровне, они будут приумножаться. От имени Государственного совета, от имени председателя Государственного совета я хочу вас искренне поблагодарить, сказать большое спасибо. И с нашей стороны любая помощь, любое содействие. Спасибо вам. 30 лет – это много и мало. Вот многие такие подобные общественные организации за эти 30 лет канули в лета. А правильно выстроенная работа привлекла внимание национальной элиты нашей республики. Такие знаменитости, смотрите, какие огромной величины авторитетные люди присутствуют в этом зале. Можно целую историю рассказать, написать. Вот. Взять Ивана Васильевича Тараканова. Кто его не знает? И не только в Удмуртии, далеко за пределами республики знают Ивана Васильевича. И вот я хотел поделиться
последними впечатлениями. Буквально в конце той недели работал президиум Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации Ленинградской области, Санкт-Петербург. Какое внимание уделяется правительством Ленинградской области развитию самобытности, этнокультурной самобытности малых коренных народов, проживающих, финно-угорской группы, проживающих именно в Ленинградской области. Понимаете, когда слушали выступления представителей народа ВОЙ, а их в Ленинградской области осталось 33 человека по переписи 2010 года, и из 33 7 человек разговаривают на родном языке, слезу прошибает. И просто-напросто, вот, я не могу представить такой ситуации, если вот вдруг такое случится, и к концу 21 века удмурта останется вот, на одной руке, посчитать можно пальцами. Я не могу этого представить. И, наверное, вот подобная работа, которую проводит настоящий клуб, и то сообщество, присутствующее здесь, настоящие ученые, писатели, поэты, они не позволят такой ситуации. И вообще всем миром мы должны взяться за руку и сказать: быть удмуртом на земле долго, на долгие века. Вам огромное спасибо от всех, от имени всех удмуртов за ту проводимую работу по развитию культуры, языка, самобытности удмурта. И свидетельством этой благодарности я вам хочу вручить от имени нашей общественной организации вот это свидетельство. Спасибо, Я хочу посвятить в этот теплый вечер стихотворение наиболее дорогое для меня. Ощущение такое, как будто Флорий Иванович написал его только вчера или сегодня утром. Послушайте, пожалуйста. Всякий раз, когда годом спокойного солнца объявляется загодя будущий год, вдруг приходит на ум, может, чудо стрясется, и земля в долгожданный покой обретет, и грядущие нам не прибавит заботы, не пожухнут колосья в горячей пыли, не собьются с прямого пути самолеты, не погибнут от яростных бурь корабли, не сожмутся сердца от предчувствий томящих, не придут к нам былые невзгоды опять, и на лицах усталых все чаще и чаще будут ласковым светом улыбки сиять. Говорят астрономы, спокойное солнце, а земным непогодам все нету конца. И людей истребляя, безжалостно льется страшный дождь, смертоносные струи свинца, и беда не проходит по-прежнему мимо. День огнем опален и слезами омыт, и не видно сквозь тучи багрового дыма, как лучас поднимается солнце в зенит. Нынче солнце спокойно, но тянутся войны, плачут матери, мечется пламя во мгле. Разве может быть солнце и вправду спокойно, когда столько страданий еще на земле? Я хочу, чтобы ясными сделались дали, чтобы пламя погасло, обеды ушли, чтобы однажды уверенно люди сказали: он настал, наконец, год спокойной земли. Качеством развития какой-либо общественной сферы, и в первую очередь сферы культуры, является наличие таких интегративных механизмов,
институтов. И вот этот клуб является как раз таким очень хорошим примером функционирования такого интегрирующего института, который объединяет людей разных профессий, разных сфер занятости, разных поколений. И в то же время эти люди объединены общей системой ценностей или как минимум общим таким дискуссионным пространством. И очень хорошо, что этот клуб является этой коммуникативной площадкой, где люди могут обсудить свои наиболее актуальные вопросы сферы существования этнической культуры удмуртов и не только культуры региона нашего. И это как раз показатель высокого уровня существования и развития нашей сферы культуры. Это замечательно. Поэтому Министерство национальной политики очень радо вручить почетную грамоту краеведческому клубу края Удмуртской национальной библиотеки Удмуртской республики за значительный вклад в пропаганду материалов по истории культуры удмуртского народа и в связи с 30-летием. И, конечно, вот этот клуб, он является своеобразным окном в обществе. Это огромный клад знаний, всяких знаний, библиотека хранит. И вот это окошко мы, общаясь, не только один на один с книгой, общаясь, мы получаем огромные знания. И действительно, и мои книги, ряд книг проходили здесь презентацию, здесь, за что большое спасибо. А я сейчас, прежде всего, от имени Союза писателей, поскольку так было объявлено, большое спасибо, поклон этому клубу. Действительно, у нас очень тесные связи с Национальной библиотекой Удмуртской республики и оказывает всегда нам методическую поддержку, методическую помощь, не только методическую, но и материальную иногда и бывает и такую помощь. И, конечно, мы очень многому учимся у клуба «Край Удмуртский». Районная наша библиотека, Центральная районная библиотека, она носит имя писателя нашего земляка Семена Александровича Самсонова. И очень приятно, вот сегодня Мария, здесь на презентации мы и озвучивалась фамилия Мария Михайловны Самсоновой. У нас в 2011 году утверждена районная премия имени Семена Самсонова. И первыми лауреатами этой премии стали вдовы, жены писателей Самсоновых. Это Мария Михайловна Самсонова и Галина Николаевна Самсонова, жена Андрея Самсонова. И сегодня действительно у нас работают краеведческие клубы не только в районной библиотеке, а и в старой Мойнской сельской библиотеке. Это клуб Табань, клуб Чудон Тем Пумичком. Здесь действительно организуются интересные встречи с интересными людьми. Здесь хранятся бережно традиции, обычаи наших предков. Это все собирается информация по истории района, по истории деревни. И, наверное, самым уникальным клубом и известным клубом не только в нашем районе, но и в республике, и даже за пределами является клуб «Джеттильёз» «Вечерние огни» при Баграш-Бегинской сельской библиотеке. И очень отрадно, что в прошлом году клуб «Джеттильёз», наш краеведческий клуб, тоже стал лауреатом премии имени Семена Самсонова за ту деятельность, за краеведческую деятельность, которую они проводят в нашем районе. Про клуб, если сказать, хочу сказать, что я дитя этого клуба, потому что помню еще первые занятия этого клуба, помню выездные заседания этого клуба в селе Короленко Кизнецкого района. Благодаря Надежде Николаевне Бочкаревой мы ездили туда. А в данный момент, как главный редактор, я хотел бы сказать большое спасибо нашим коллегам, что они у нас есть. И те книги, те презентации, которые проходят в клубе, они получают так называемый знак качества. В Советском Союзе был такой знак. Это значит, что книга уйдет в народ, уйдет к читателю. Читатель поймет эту книгу. Для нас это самое главное. Поэтому спасибо за то, что делаете такое большое дело.